Это «Актуальное интервью», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. Тема присяжных заседателей в суде, как говорится, классика жанра. И сегодня мы поговорим о практике рассмотрения уголовных дел с участием присяжных. Наш гость в студии Максим Зарубин, прокурор уголовно-судебного отдела прокуратуры Республики Саха. Максим Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Хочется небольшую какую-то от вас справку получить историческую. С какого же момента у нас в Российской Федерации вообще действует суд присяжных? Ну, давайте, раз вы так сказали, историческую справку, то история данной формы уголовного судопроизводства в российской юриспруденции насчитывает уже более 1,5 века. Изначально в царской России еще данная форма судопроизводства была введена. Все мы видели экранизации, скажем так, в фильмах и книгах выступления известного такого адвоката, как Плевака. У всех он на слуху, когда он там ярко выступал, яркая красивая речь, результат получения оправдательного приговора. Действительно, в какой-то степени то, что показано в телевизоре, в фильмах, оно имеет место быть. Ну, та форма, которая она представлена, она очень похожа. В Российской Федерации потом был перерыв в советский период времени, и в истории современной России данная форма судопроизводства введена в 2001 году с Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации. С 2004 года она стала активно применяться, но только в субъектовых судах, то есть в нашем случае это в Верховном суде Республики Саха-Якутия. В 2016 году были внесены соответствующие изменения в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. С 2018 года данная форма судопроизводства уже стала активно применяться в районных судах и в городских судах. И сейчас, по сути, на территории всей республики она повсеместно применяется и используется широко. А какие обязанности возложены на присяжных заседателей? Ну, основная обязанность присяжных заседателей, если они таковыми признаны, то есть они введены уже в состав коллегии присяжных заседателей, это беспристрастно слушать стороны, то есть это государственного обвинителя, защитника, и по результатам исследования доказательств вынести соответствующее справедливое законное решение. Какая-то есть вот особенность, которая бы отличала суд присяжных как институт правосудия? Все-таки есть решения, которые принимает, например, федеральный судья. Ну, то есть от профессионального суда, да, от профессиональных судей. Да, безусловно, данная форма судопроизводства, она отличается разительно от того, что происходит в профессиональном суде, скажем так его назовем, да, в федеральном суде. Тут есть ряд причин. Но первое, в данном случае, в любом случае, да, и в профессиональном суде, и в федеральном суде, и в суде присяжных итоговое решение – это приговор. То есть она облечена в форму приговора. Вопрос оценки фактических обстоятельств, то есть дальше оценки времени, месту, способу совершения преступления, одно отнесено к коллегии присяжных заседателей. То есть коллегия присяжных заседателей оценивает доказательства на предмет того, когда совершено преступление, при каких обстоятельствах совершено преступление и кем совершено преступление, и виновен ли человек. А вот уже юридическую оценку его деяния по итогу дает профессиональный судья. В обычной форме судопроизводства, то есть вся эта процедура, она отнесена к компетенции судьи. То есть всю оценку и фактическим обстоятельствам, и юридическую оценку дает непосредственно судья. Вот в этом разница. Угу. Хотелось бы, давайте я ремарку одну сделаю, да, чтобы было более понятно для тех, кто, мы же как бы все-таки для зрителей, да, это доносим. Присяжные заседатели доказательства исследуют непосредственно в судебном заседании. То есть они сидят, и стороны, и государственный обвинитель, и сторона защиты эти доказательства представляют. То есть они не читают материалы уголовного дела, которые изначально поступают в суд. То есть они непосредственно, да, и решение будет зависеть напрямую от того, как присяжные заседатели внимательно слушают, какие записи они делают. Здесь некая рулетка присутствует, да, когда бывает, что, ну, понятно, что люди не обладают определенными юридическими познаниями, да, и они зачастую решения принимают эмоционально. То есть вот изначально либо человек понравился, либо не понравился. Не во всех случаях, конечно, но это имеет место быть. И в процессе последующем уже на многие вещи, которые действительно имеют значение для данного дела, да, для оценки обстоятельств, они уже их не воспринимают, просто уже не хотят слышать. И уже какое-то решение для себя они вынесли.
В суде профессиональном, когда профессиональный судья оценивает, у него есть возможность, во-первых, вернуться к доказательствам, то есть посмотреть, да, до вынесения итогового решения. Ну и все-таки он как бы более объективно подходит в этих вопросах, наверное, в принятии решения. Поэтому здесь, принимая решение о той или иной форме судопроизводства, необходимо это учитывать. Но в случаях с подсудимыми всегда у них есть под рукой защитник, который эти обстоятельства, нюансы им разъяснит, ну, должен разъяснить во всяком случае. А вот почему тогда обвиняемые выбирают такую форму суда? Ну вот вопрос интересный, да, я думаю, что в определенных обстоятельствах по-разному это все происходит. В каких-то случаях обвиняемый просто хочет, чтобы его версию событий услышало как можно больше людей, да, и оценило. То есть у нас же в суде присяжных в районных судах 6 человек оценивает, да, и 2 запасных, а в Верховном суде 8 и 2 запасных. И может надежда на то, что все-таки как бы вот его версия, она будет услышана простыми людьми, и они как бы вот его позицию примут. Скорее всего, в связи с этим связана, наверное, позиция выбора присяжных, я думаю. Ну, либо позиция стороны защиты, то есть защитников полагают, что в суде присяжных все-таки у них больше шансов получить выгодный для них результат. А вот как тогда вердикт присяжные выносят? Они каким-то образом голосуют и там... Да, конечно, по результатам исследования всех доказательств. Когда доказательства все стороны представлены, суд, соответственно, представляет возможность и время, которое является неограниченным для присяжных заседателей, уйти в совещательную комнату. Перед ними ставятся соответствующие вопросы. Это 3 основных вопроса, как я уже говорил, о событии преступления, о лице, совершившем преступление, и о виновности этого лица. Вот. И уже находясь в совещательной комнате, они, да, действительно путем обсуждения в совещательной комнате всех вопросов отвечают на них последовательно. То есть начиная с первого вопроса. Это может быть единодушное решение, как все вместе пришли к выводу о виновности либо невиновности, да, так и путем голосования. Необходимо отметить, что в случае, если количество голосов является равным за какой-либо из ответов, да, ну, к примеру, 3 человека в районном суде скажут, что человек невиновен, а 3 человека посчитают, что виновен, в этом случае решение будет принято в пользу невиновности. А вот в таком случае, если один считает присяжный, что человек виновен, а другой вот наоборот, обязаны ли они объяснять вот мотивацию своего решения? Мотивировать свое решение нет, они не обязаны. Это, кстати, хороший вопрос, потому что у нас существует проблема того, что люди не совсем хотят, да, вот, принимать участие в этой форме судопроизводства. И зачастую мы сталкиваемся с проблемой, что не можем собрать необходимый кворум количества людей для того, чтобы начать разбирательство по делу. Я прихожу к выводу, почему это происходит. Потому что, ну, вот, исходя из собственного опыта, в ходе опросов, да, присяжных, многие говорят о том, что я вот не обладаю юридическими познаниями, у меня нет специальных знаний, я не готов принимать решения по судьбе человека. Но нужно обратить внимание на вот на что. На то, что юридическую оценку присяжные не дают. Юридическую оценку дает профессиональный судья. Даже в суде присяжных. Я еще раз подчеркиваю, я всегда говорю, что суд, и в законе прописано, что данная форма судопроизводства с участием присяжных заседателей. С участием это значит, что помимо присяжных заседателей в данном судебном заседании также присутствует профессиональный судья, который в итоге будет вынесет итоговое решение, именно приговор. Не присяжные, они выносят вердикт. И задача присяжных здесь оценить именно вот фактические обстоятельства. То есть кто как куда пошел, сколько было времени, кто что сделал, вот эти вот обстоятельства. То есть в принципе юридические познания для этого не нужны. То есть нужен определенный жизненный опыт. Ну а какие еще есть требования к кандидатам? Может быть, отсутствие судимости? Так, давайте, конечно, безусловно, не все могут быть кандидатами в присяжных заседателей и присяжными заседателями. Во-первых, существует возрастной порог. То есть у нас присяжными могут быть люди от 25 лет до 65. То есть 65 лет человек, если он приглашен в качестве кандидата в присяжных заседателей, он может в принципе отказаться от участия без объяснения причин, и суд вынужден будет его освободить. А для других, то до 65, да, если он уже приглашен, если он уже явился в судебное заседание, то он должен будет уже такое решение мотивировать, почему он не может участвовать, да, и там уже суд будет принимать решение, отвести его либо не отвести.
Вот. Что касается людей с ограниченными возможностями, ну, скажем так, какие-то медицинские противопоказания, которые не дают возможность, например, слышать хорошо, видеть, потому что сам процесс представления доказательств и их исследования, да, он подразумевает непосредственно их восприятие этих доказательств. И в этой связи, для того, чтобы коллегия присяжных была беспристрастная и был получен оптимальный результат именно в части справедливости, да, принятого решения, то здесь необходимо, чтобы все присяжные были здоровы, чтобы они могли долгое время сидеть, порой это бывает неделя и более, несколько недель рассмотрения дела, чтобы они обладали хорошей памятью, вниманием, здоровьем, до конца проучаствовать и в последующем принять решение. Также наличие непогашенных судимостей, оно также является препятствием. Если человек состоит на службе в органах, правоохранительных органах, либо является сотрудником вооруженных сил, солдатом, да, то это тоже является препятствием. Ну и там ряд других обстоятельств, которые уже там в процессе выясняются, они могут тоже стать препятствием для последующего участия кандидата в качестве присяжного заседателя. А вот лично на ваш взгляд, какими качествами внутренними должен обладать человек для того, чтобы вот быть таким, вот, скажем, образцовым присяжным заседателем? Ну, знаете, это собирательный образ, сложно сказать, что какими именно внутренними качествами. Ну, на мой взгляд, вот, должен быть внимательным, должен быть объективным, самое главное. Это тот вопрос, который мы задаем всегда при отборе кандидата в присяжного заседателя. Являетесь ли вы объективным? И когда человек начинает отвечать на вопросы, мы как бы вот, те критерии, которые вот он говорит, да, в разных ситуациях, мы их оцениваем. То есть для нас важно, чтобы человек был беспристрастным, чтобы он дал трезвую, объективную, четкую оценку произошедшим обстоятельствам, то есть тем, которые будут ему представлены в будущем, ну, в процессе судебного разбирательства. Вот это самое важное, на мой взгляд. Ну, а быть тогда присяжным – это работа или все-таки долг? Ну, это и работа, и долг. То есть, поскольку у нас, если мы оцениваем с точки зрения вот, трудозатрат, то, безусловно, это непросто. То есть, необходимо сидеть в процессе весь день, быть очень внимательным. Более того, многие присяжные, к их чести, да, сказать, что многие принимают очень активное участие, задают соответствующие вопросы, они реально исследуют доказательства. Зачастую порой в процессе бывает такое, что присяжные заседатели через председательствующего задают такие вопросы, которые ты такой для себя, хоп, думаешь, вот какие молодцы, да, которые профессионально велись, вот как я, да, там, или адвокат, для себя даже не отметили, а они вот этот вопрос задали, и ты уже вектор примерно понимаешь, где необходимо, в какой части необходимо дать оценку. Поэтому это, да, это, безусловно, долг в той части, что действительно каждый выбранный присяжный, он, как гражданин Российской Федерации, добропорядочный, должен дать оценку. Это, безусловно, это долг, потому что от него зависит судьба принятого решения, и судьба человека, и справедливость принятого решения, да, того, как будут восстановлены права потерпевшего. Максим Владимирович, спасибо вам за то, что нашли для нас время, поделились такой интересной информацией. Я думаю, что многие зрители сделают для себя необходимые выводы, возможно, в будущем принесут вот этот вот гражданский долг. Приходите к нам еще. Да, спасибо, обязательно, до свидания. Напомню, вы смотрели актуальное интервью. До встречи в эфире.